Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Какие наиболее важные события произошли в этом году в нашей стране? Как они повлияли на людей и какие последствия будут иметь в дальнейшем? Эти вопросы сегодня исследуют эксперты и аналитики. Основные итоги уходящего года, а также приоритеты будущего мы обсудим с одним из них сразу после обзора наиболее важных событий недели. Ирина Аржба продолжит выпуск. Соглашение об общественно-политической стабильности, над которым шла работа несколько дней, подписано. Свои подписи под документом поставили президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Бганба, со стороны блока оппозиционных сил Аслан Бжани, Алхаз Крицения и Нукзар Ашуба. Соглашение конкретизирует сроки выполнения обязательств. При замене внутреннего абхазского паспорта дополнительные документы не требуются. Об этом сообщил начальник управления паспортно-визовой службы Эдуард Манаргия на брифинге в Арс Мира. Глава паспортного управления рассказал журналистам о процессе паспортизации и всех плюсах и минусах новой программы. На сегодняшний день уже изготовлено более 3000 паспортов, на обработке 1200 бланков. Серьезные задержки в выдаче паспортов, по словам Эдуарда Манаргия, связаны со спецпроверками. Необходимость перепроверять данные о нахождении людей в период 90-х и 2000-х годов все еще сохраняется. 8-й республиканский конкурс юных музыкантов имени Алексея Чичба прошел в Сухумском государственном музыкальном училище. Конкурс ежегодный, проводится с целью выявления юных талантов, коими богата наша земля. В этот раз конкурс проводился в 2 номинациях: струнное отделение, фортепианное. Участвовали дети из всех районов Абхазии. Жюри конкурса приятно удивили юные музыканты из Галского района. Одна из них и стала его победительницей. Традиционно спонсорскую помощь конкурсу оказывает народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. 20 декабря парламент Абхазии на очередной сессии утвердил 4 членов нового состава Центральной избирательной комиссии. Эти кандидатуры были предложены блоком оппозиционных сил на основании ранее подписанного соглашения между властью и оппозицией. Также депутаты утвердили смету расходов на содержание Национального банка Абхазии на 2017 год и выбрали аудитора для проведения внешнего аудита главного банка страны. Министр здравоохранения Анзор Гоов подвел итоги деятельности министерства в уходящем году. Был затронут широкий круг вопросов, среди которых восстановление больниц, закуп оборудования, диспансеризация и другие. В рамках инвестпрограммы на 2017 год будут отремонтированы Тхварчалская и Сухумская республиканская детская больницы. Ведутся переговоры по выделению дополнительных средств на постройку кардиоцентра на базе республиканской больницы. В ближайших планах Министерства здравоохранения создание диспетчерской службы единой экстренной медицинской помощи. На 2018 год запланирована установка пунктов сдачи донорской крови. Бюджет Минздрава Абхазии на будущий год составит 580 миллионов рублей. 20 декабря сотрудники СГБ Абхазии отметили свой профессиональный праздник – День сотрудников органов госбезопасности. С речью на торжественном собрании перед гостями и сотрудниками органов госбезопасности выступил председатель СГБ Зураб Маргания. Поздравительный адрес от имени президента Рауля Хаджимба сотрудникам и ветеранам СГБ зачитал вице-президент Виталий Габинер. В завершении торжественного собрания прошло награждение памятными подарками и присвоение очередных воинских званий сотрудникам службы госбезопасности. 21 декабря парламент республики окончательно сформировал состав Центральной избирательной комиссии Абхазии. Согласно закону, Народное собрание может делегировать в ЦИК 8 человек. До этого депутаты утвердили 4 кандидатуры, представленные блоком оппозиционных сил. В этот же раз были избраны оставшиеся 4 члена ЦИК. 23 декабря на своем первом заседании члены ЦИК избрали своим новым председателем Тамаза Когия. 21 декабря в посольстве России в Абхазии была открыта траурная книга по приему соболезнований в связи с трагической гибелью чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова. В этот день к зданию посольства России в Абхазии пришли представители руководства республики, политических и общественных объединений, чтобы отдать дань памяти погибшему от рук террориста-дипломату. Андрей Карлов был тесно связан с Абхазией, возглавляя консульский департамент. Он в свое время много сделал для паспортизации жителей Абхазии, а также для переезда репатриантов абхазского происхождения из Сирийской Арабской Республики в Абхазию. Результаты работы педиатрической службы, в том числе неонатальной, признаны неудовлетворительными. Такое решение было принято по итогам состоявшейся 21 декабря расширенной коллегии Министерства здравоохранения. В связи с этим главный педиатр Ада Абухба, главный неонатолог Саида Канджари и главный акушер-гинеколог Республики Рита Трапш освобождены от занимаемых должностей.
О проделанной за год работе рассказал журналистам в Сухуми глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария. Он сообщил, что собственный бюджет района за 2 года увеличился на 272 миллиона рублей. Половину суммы бюджета района на сегодняшний день составляют Рицинский реликтовый парк и Новоафонская пещера. Руслан Ладария назвал основные расходы бюджета. Он сообщил, что в последнее время активно развивается строительство гостиничных комплексов. Совсем скоро в Гудауте появится предприятие по сортировке мусора. В пресс-конференции принимали участие главы сел Арсаул и Глабар. Серьезное ЧП произошло в ночь на 22 декабря в столице. Был совершен поджог одного из административных зданий Сухумского водоканала. Злоумышленники выдавили окно в помещении и попытались уничтожить документы. Вспыхнул пожар, который удалось потушить силами работников водоканала и подоспевших сотрудников МЧС. Пострадавших нет. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление задержания лиц, причастных к данному преступлению. В Музее боевой славы прошло торжественное мероприятие, посвященное 23-летию создания движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Мероприятие посетил президент Рауль Хаджимба. Он отметил важную роль организации в достижении победы в Отечественной войне народа Абхазии. Глава государства пообещал взять под личный контроль ремонт офисного помещения движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Более того, президент отметил, что сейчас идет обсуждение учреждения ордена материнской славы, что было положительно воспринято на встрече. Участники мероприятия делились своими воспоминаниями, подчеркивали значимость и роль матерей во время войны и все послевоенное время. В помещении Сухумского духовного училища при Сухумском кафедральном соборе открылась фотовыставка фотожурналиста Владимира Попова «Православная Абхазия». Мероприятие посетили президент Абхазии Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Гавния, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев, а также общественные деятели, священнослужители, любители фотографий. На выставке было представлено более 70 работ, на которых отражены разные моменты церковной истории за последние 20 лет. 23 декабря в пресс-центре «Спутник» прошла пресс-конференция министра экономики Абхазии Отгура Ардзинба. За 2 года доходная часть бюджета нашей страны увеличилась на 66%. Валовый внутренний продукт вырос на 3,7%. Это хороший показатель, но в то же время, со слов Отгура Ардзинба, доля ВВП на душу населения в Абхазии по-прежнему очень низкая. Министр также сообщил, что по железнодорожному кредиту в течение 2 лет Абхазия выплатила России 800 миллионов рублей, а также, что программа поддержки малого и среднего бизнеса будет реализовываться и в следующем году. По словам министра, в 2017 году готовятся к запуску 7 новых предприятий. Это были наиболее заметные события недели, а сейчас вернемся к главной теме нашей программы – об основных итогах уходящего года и приоритетах 2017-го. Их мы обсудим с нашим гостем в студии, аналитиком Лейлой Тания. Здравствуйте, Лейла Ибрагимовна. Здравствуйте. Я очень рада приветствовать вас в нашей студии, и я сразу же хочу задать вам первый вопрос. Какие события уходящего года вы считаете наиболее важными? На каких событиях вы хотели бы сделать акценты и как вы их расцениваете? Спасибо за вопрос. Вы знаете, Бела, наверное, многие обратили внимание, что руководители многих ведомств, например, вот министр экономики, руководители парламентских комитетов, сейчас вот в этом месяце уже начали подводить итоги деятельности по своему профилю, по своему направлению деятельности. Поэтому я считаю, что это очень правильный вообще подход, когда те или иные деятели в стране, аналитики, эксперты подводят итоги с тем, чтобы выработать какие-то определенные стратегии на будущее. То есть это, я считаю, очень правильный подход. Время диктует. Да, время диктует возможность двигаться вперед именно на основе извлеченных уроков из прошлого. Поэтому я бы сейчас не стала давать какой-то большой такой целостный анализ всех сфер деятельности, у нас и времени на это нет. Я бы действительно хотела бы выделить вот 2 основных момента. Это прежде всего соглашение, которое было достигнуто между оппозицией и властью, соглашение, которое в определенной степени сняло напряженность в обществе и наметило какие-то позитивные перспективы во взаимодействии разных сегментов общества на будущее. Фактически была договоренность о том, что в нашей стране на какой-то период времени будет действовать коалиционная власть и, возможно, коалиционное правительство. Ну, вы знаете, что я всегда была сторонником такого подхода. Это действительно очень близкий по духу
подход, такой основанный на консенсусе для вообще абхазского общества, для абхазских традиций. В нашем обществе не было принято все-таки, когда большинство навязывает своему волю меньшинству. В нашем обществе всегда было принято договариваться, и консенсус был основой нашего общества. Поэтому вот я позитивно оцениваю именно это соглашение. И второй момент, на который, как позитивный, я хотела бы обратить внимание при подведении итогов этого года, это то, что вот стратегия социально-экономического развития на 10 лет до 2025 года, которая в этом году уже была принята к реализации, была разработана так называемая дорожная карта для имплементации этой стратегии, был создан совет. И я считаю, что это опять же шаг вперед, потому что в конце концов мы должны двигаться не какими-то случайными шагами, реагируя на какие-то случайные идеи, реагируя на какие-то локальные вызовы, а именно мы должны двигаться вперед системно на основе вот такого системного анализа проблем и перспектив, которые существуют у нас в стране. Мы так сузили, но на самом деле говорим о самых главных вещах, видимо, которые произошли в этом году. И все-таки я бы хотела чуть конкретнее остановиться на вот этом компромиссе, который был достигнут между властью и оппозицией. Скажите, пожалуйста, как вы его расцениваете? Даст ли это возможность какой-то политической стабильности для нашей страны? И скажите, пожалуйста, насколько не будет ли, как опасаются некоторые эксперты, что будет какая-то несогласованность действий, когда в итоге будет страдать результат того, над чем нужно работать? Вот как вы считаете? Я считаю, что, вы знаете, коалиционные правительства, они вообще в разных странах формируются как бы вот в соответствии со спецификой страны. Чаще всего они формируются вообще в парламентских республиках. У нас республика не парламентская, но тем не менее возникла необходимость формирования такого коалиционного правительства. Кстати, точно так же, как и в 2005 году, мы помним, при Сергее Васильевиче Багапш, тоже было сформировано коалиционное правительство. И я считаю, что у нас, в общем-то, и не было выбора. Вот с учетом того кризиса, который состоялся, вот наш случай формирования коалиционного правительства – это формирование таких правительств в ситуациях кризисов. Иногда такие правительства называются правительствами народного доверия или национального единства. Это когда абсолютно все политические силы подключаются к управлению страной, в том числе в рамках правительства. Но в нашем случае, конечно, не все общественные политические силы подключились к такой коалиции с властью. Но поэтому я бы не стала это называть правительством национального единства. Да? Но по сути своей, поскольку было такое вот правовое соглашение между, очень, кстати, достаточно детализированное, между властью и значимой оппозиционной силой, можно считать, что это, конечно, гарантия стабильности, потому что соглашение было подписано как раз с теми оппозиционными силами, которые призывали к досрочной отставке. То есть вы считаете, что ни у тех, ни у этих, у этих двух сторон не было особого выбора, и они не могли поступить иначе? Да, в нашем случае формирование коалиционного правительства – это не результат того, что у нас парламентская республика, а результат кризиса. И в этом смысле, как оно будет работать, как лебедь, рак и щука, или наоборот будет сделана попытка выработать какую-то согласованную программу действий. Но я склоняюсь больше ко второму, потому что все-таки рассчитываю на то, что есть политическая ответственность у оппозиционных сил, ну, тем более у власти должна быть такая политическая ответственность. Мы, общество, очень внимательно наблюдаем, у нас очень политизированное общество, мы это знаем, да, и мы, конечно, очень внимательно наблюдаем и видим, какая из сил
выступает как деструктивная, а какая из сил выступает как конструктивная. И думаю, что если политические силы хотят набирать на следующих выборах, парламентских или президентских, очки, они заинтересованы в том, чтобы работать конструктивно, не на срыв, а именно на достижение конкретных результатов в единой теперь уже коалиционной команде. То есть вот это соглашение, которое есть на бумаге, вы считаете, преодолеет разделение в головах? Я бы не назвала раскол наш идеологическим, потому что уже многие обращали внимание на то, что, в общем-то, программ как таковых, знаете, расписанных детально нет ни у кого, к сожалению, большому. А то, что озвучивается, это очень похоже. И в этом смысле у нас нет идеологического такого сильного раскола, если говорить о том, что есть у нас партии, которые выступают за один путь развития Абхазии, есть партии, которые выступают за другую модель Абхазии. Такого у нас нет. Возможно, к сожалению, потому что я считаю, что дискуссия о том, какой должна быть Абхазия, какой должна быть ее политика, экономическая модель, эта дискуссия все-таки должна быть в обществе, чтобы найти возможность лучшего, оптимального варианта. Общество найдет оптимальный вариант. Вы предложите ему разный спектр мнений. Вот такого идеологического раскола у нас нет. Но у нас есть сильная психологическая, вот, социально-психологическая напряженность, которая во многом провоцируется тяжелой социально-экономической ситуацией. И вот протестные настроения, которые связаны с тем, что трудно живется нашим людям, они очень быстро используются политическими силами. Это везде, во всех странах, не только в Абхазии, для того, чтобы превратить их в политический протест. И в этом смысле, конечно, я считаю, что если будет такая традиция в стране, по крайней мере, на какой-то очень длительный период, чтобы оппозиционные политические силы работали вместе, то это, безусловно, приведет и к психологической, такой социальной стабилизации в обществе, к более спокойной такой психологической атмосфере, когда речь идет о политических вопросах, о проблемах выбора. Кстати, Бела, вот знаете, на что хочу обратить внимание? Вот сколько раз мы с вами переносили интервью наше с вами, да? Летом мы его перенесли, потому что намечался референдум. Мы хотели поговорить об информационной политике, и вдруг поняли, что никто у нас в стране в преддверии референдума и такой напряженности не будет слушать про приоритеты нашей информационной политики, наши плюсы в этом смысле, наши минусы. Вот сейчас мы тоже планировали с вами опять поговорить о каких-то приоритетах стратегических на будущее, планировании. Вот. И мы опять отменили это в преддверии намечавшегося народного схода. И это не случайно, потому что действительно вот эта внутренняя такая, знаете, чрезмерно агрессивная война политических элит, она не дает обществу возможность сосредоточиться вообще на общегосударственных задачах, потому что цель и у власти, и у оппозиции ставится одна – выиграть битву. Но ведь мы должны понимать, что перед обществом стоят очень значимые общегосударственные вопросы, и эти вопросы не касаются того, кто сколько украл у финансовой помощи. Ну, извините за такой образ, но у нас в основном дискуссии сводятся к тому, кто, значит, лучше распорядился финансовой помощью, а критики обычно любят говорить, кто больше украл. Вот. Но мы не хотим этого слышать, вы понимаете, мы хотим видеть какую-то системную линию у каждой из этих партий, для того, чтобы мы могли выбрать, что более оптимальный вариант развития для Абхазии, что менее оптимальный. Мы хотим услышать именно содержательные оценки, содержательные предложения. Но на самом деле вот эти, как вы говорите, отзывы о власти там бывает, или кто там больше украл, или кто меньше сделал, и каждый находит себе оправдание, это на самом деле и людям и надоело, и уже как-то и набило оскомину, и никто не хочет об этом слушать. Может быть, и послушали бы и вот именно о том, что вы говорите, о путях выхода, о том, как сделать так, чтобы людям просто легче жилось в нашей стране. Вот, может быть, вот эксперты могли бы что-то предложить вот о тех же самых приоритетах. Вы затронули эту тему. Может быть, вы бы сказали бы, вот что на следующий день, какие приоритеты должны быть у Абхазии в следующем году, что нас будет ждать, вот что нужно предпринять для этого, чтобы как-то Абхазия вышла вперед, чтобы она не была на задворках
задворках мира, как сейчас вот находится, к сожалению. Вот скажите свое мнение. Спасибо большое, Бела, за такой вопрос, потому что на самом деле вот соглашение, которое было подписано, оно дает нам возможность спокойно обсуждать различные варианты развития, спокойно обсудить наши плюсы, наши минусы, наши достижения, наши слабые стороны. И вот я надеюсь, что 2017 год, он у нас будет таким стратегическим годом, когда мы сможем выработать какую-то более такую, знаете, общую, целостную стратегическую программу развития страны, частью которой, конечно, должна быть социально-экономическая стратегия до 2025 года. Но она носит больше социально-экономический, конечно, характер. И, естественно, она должна быть дополнена и концепцией внешней политики, и вообще, вы знаете, вот политической доктриной, политической идеологией государства как вот такого целостного института. Вот. Есть ли у нас политическая идеология? Да, вопрос, конечно, очень интересный, но вообще я считаю, что есть. На всех этапах развития вот Абхазии, по крайней мере после войны, у нас всегда присутствовала политическая идеология. Это вообще очень такой большой, сложный разговор. И я хочу сказать, что все-таки мне кажется, что в последние 5 лет, вот от прошлой власти частично вот нынешняя власть, наша политическая идеология, она все-таки претерпела определенные изменения. И прежде всего это касается вообще позиционирования в отношении того, как мы выстраиваем вообще причинно-следственные связи для того, чтобы добиваться прогресса. То есть как мы оцениваем вообще препятствия, вызовы, угрозы на данном этапе. Вот если, допустим, в предыдущие годы, да, при прошлых президентах, при Владиславе Ардзенба, при Сергее Васильевиче Багапш, было совершенно ясно, что двигаться вперед нам мешает фактор Грузии. Сегодня оценка угроз в нашем государстве претерпела определенные изменения. И вот в соответствии с тем, как оцениваются угрозы, вот в соответствии с этим формируются и наши действия. Если мы раньше понимали, что для того, чтобы двигаться вперед, мы должны прежде всего справиться с фактором Грузии, потому что именно Грузия устраивает нам изоляцию, устраивает нам блокаду, она не дает международному сообществу фактически общаться с Абхазией, и Абхазия общаться с международным сообществом. Вы знаете, на самом деле, вот как-то, вот насколько я сейчас вот вспоминаю, слушая вас, да, дискуссий по поводу отношений с Россией, их как бы очень большое количество. Facebook весь пестрит на эту тему, да. А вот касательно фактора Грузии, как-то действительно мало об этом говорится. Вы знаете, на самом деле, я думаю, что это заметили многие, что некоторые говорят об этом открыто, что Грузия для нас уже как бы такой второстепенный фактор, и все-таки какие-то акценты, иногда, я бы даже сказала, достаточно такие вот, может быть, конфронтационные, если иметь в виду, что мы с Россией стратегические союзники, и акценты больше расставлены в плане того, что вот нам нужно выработать какие-то правильные шаги с Россией. Никто не оспаривает этого, безусловно, учитывая тот факт, что Россия сегодня является не посредником для Абхазии, а союзником. И поэтому очень важно, конечно, чтобы мы могли сами выходить в адрес России с той повесткой, которая прежде всего важна для нас. У России есть свое видение, что ей важно, так сказать, получить от Абхазии как от союзника. Но и у нас должно быть свое видение, чего мы ожидаем от России, каковы наши ожидания, где вот наши самые такие уязвимые места, где мы хотели бы в первую очередь получить помощь от России. И я вас уверяю, это совсем не в первую очередь финансовая помощь. Поэтому вот я сейчас думаю, что причинно-следственная связь, что мешает нам двигаться вперед, я бы все-таки актуализировала фактор Грузии, потому что именно Грузия – это препятствие для нашего прогресса. Скажите, что может предпринять
власть, а теперь уже и оппозиция, которая тоже пришла во власть, можно так выразиться. Что можно предпринять и как-то этот фактор Грузии нивелировать, чтобы он так не влиял на будущее нашей страны? У нас за последние 5 лет, если вы помните, я вообще подвожу нас к мысли о том, что все-таки я считаю, что так же, как и при президенте Ардзенбай, при президенте Багапш, локомотивом для Абхазии, учитывая вот специфику нашей изоляции, нашей частичной, скажем так, признанности, локомотивом должна быть, конечно, внешняя политика, и внешняя политика, которая работает не только на легитимацию Абхазии, на ее членство в ООН, но внешняя политика, которая работает и в аспекте экономической дипломатии, торговой дипломатии, которая открывает возможности для экономики. И здесь вот я хочу обратить внимание, знаете, на какой момент? Вот мы не получили за последние 5 лет ни одного признания, да? У нас нет абсолютно никаких достижений в плане деизоляции. Хотя об этом говорилось очень много. Был у нас очень активный грузино-абхазский диалог на эту тему. Люди, которые участвовали с грузинской стороны в этом диалоге, они в 2012 году пришли во власть и показали, что даже самые большие либералы в Грузии, придя во власть, становятся такими же сторонниками жесткой силовой дипломатии в отношении Абхазии. И в этом смысле я думаю, что мы должны оценить, насколько наша вот стратегия нынешняя, ориентированная на компромисс, на то, что Грузия добровольно будет как бы делать шаги навстречу Абхазии или даже добровольно признает ее, насколько она эффективна. Поэтому я считаю, что мы должны прежде всего посмотреть на опыт, например, Косово. Там нет разговора о, скажем так, знаете, взаимном компромиссе. Там реализуется стратегия принуждения к признанию. И это совершенно не то, что делаем сейчас мы. Как можно принудить Грузию нас признать, если она любимица Запада? Знаете, стратегия принуждения к признанию, она подразумевает под собой переговорный процесс, который в основном базируется на инструментах принуждения. Они есть, безусловно. Собственно, в отношении нас Грузия как раз-таки реализует принудительную дипломатию, несмотря на то, что там какие-то определенные силы в Грузии. Их, кстати, меньшинство, которые там и абхазский язык хотят изучать, и очень активно там, скажем, идут какие-то инициативы такие, знаете. Но на самом деле, если посмотреть вглубь вопроса, то это политика на удушение Абхазии. И в этом смысле, для того, чтобы осуществлять политику принуждения Грузии к признанию, да, как логическое следствие политики военного принуждения к миру, если агрессор не понимает, что он должен быть мирным соседом, если агрессор представляет угрозу для безопасности даже сейчас, потому что он все время говорит о необходимости деоккупации, значит, агрессор должен быть принужден и к миру, и к признанию. И здесь огромное значение вообще имеет наша политическая повестка. Вот то, о чем вы говорите, я говорю об этом, политическая идеология, на чем она должна строиться. Вот если мы посмотрим, скажем, на заявление нашего МИДа, да, на повестку вообще женевских переговоров, чаще всего там о чем говорится? Говорится о том, что, значит, вот в отношении Абхазии нарушаются право на передвижение, да. Все время речь идет о том, что вот не выдаются визы, да. Ну, периодически речь идет там о каких-то там еще дополнительных проблемах, да. Но в основном два вот этих пункта озвучиваются, да. И о том, что Грузия не подписывает соглашение о неприменении силы, юридически обязывающее. Но дело в том, что она не подписывает не только юридически обязывающее соглашение, она даже просто декларативное, риторическое заявление о неприменении силы тоже не подписывает. И всему этому процессу уже 8 лет. Это к вопросу об эффективности вообще нашей повестки, на что мы потратили 8 лет. Ну, и вот чем здесь совсем не говорить, может быть. Так вот, проблема в том, что о чем мы говорим. И мне кажется, что очень важно правильно формулировать
наши претензии к Грузии. Очень важно, вот какова наша концепция вообще в отношении признания и в отношении, отчасти в отношении политики Грузии. Я считаю, что мы должны формулировать наши претензии не как нарушение права на передвижение или там право на получение виз. Я считаю, что мы должны ставить вопрос глубже, шире и гораздо более принципиально. На самом деле то, что происходит в отношении Абхазии, вот эта вот тотальная изоляция, когда преследуют даже детей, спортсменов. Я уже не говорю о крупных экономических проектах, где будет давление, соответственно, еще более сильно. То есть экономические возможности у нас закрыты полностью. Российская помощь, она очень важна для нас. Но вы понимаете, спектр возможностей для Абхазии, он не ограничивается российским рынком. И в конце концов, чтобы поставить на рынок продукцию, надо эту продукцию создать. А чтобы создать эту продукцию, нужны ресурсы, которых у нас просто вот катастрофически не хватает. Поэтому я считаю, вот возвращаясь к вопросу нашей повестки, я вообще считаю, что проблема в нашей повестке сегодняшней, в том, что мы переформулировали нашу политическую идеологию. Проблема в том, что нарушается наше фундаментальное право на развитие в целом. Есть декларация ООН о праве на развитие. Есть также декларация ООН 2007 года о праве коренных народов, о правах коренных народов. Декларация, которая была принята после 2 десятилетий споров, и в которой обозначен вот этот очень важный пункт права на самоопределение для коренных народов. Но в нашем случае, допустим, мы рассматриваем право на самоопределение, в отличие от многих других коренных народов, которые живут в составе других государств по разным политическим и другим обстоятельствам. В нашем случае право на самоопределение народ понимает как исключительно независимость. И вот на вот эти документы мы вообще не ссылаемся. Кроме того, право на развитие, оно подразумевает, что это право касается не только индивидуумов, но это право касается народов. И если мы начнем еще более углубляться в нашу проблему, то мы можем обратить внимание на то, как формулирует, например, Куба вопрос блокады со стороны США. И Куба получила сочувствие ООН, в отличие от нас, потому что ООН уже очень давно, уже я не знаю какое количество лет, наверное, даже десятилетий, ставит вопрос о том, чтобы США отменила блокаду Кубы, санкции в отношении Кубы. Куба формулирует этот вопрос именно как санкции и блокаду, как акт геноцида, потому что здесь идет прямая ссылка на Конвенцию ООН о геноциде, где сказано очень прямо, как квалифицируется геноцид. Вот создание жизненных условий, преднамеренное создание таких жизненных условий, которые ведут к полному или частичному физическому уничтожению народа, называется геноцидом. Вот я считаю, вслед за Кубой, кстати, что в отношении Абхазии абсолютно целенаправленно, преднамеренно создаются такие жизненные условия, вслед за войной, потому что война была прямым актом геноцида, чтобы обеспечить не только наши проблемы в развитии, но чтобы в конечном итоге уничтожить наш малочисленный народ. Вот необходимо ссылаться именно на такие важные международные документы, а не говорить о визах, тем более, что визовая политика – это часть санкций. И вот если обратить внимание, как формулировали, например, наши многие общественники, говорили приезжавшим сюда иностранным представителям по правам человека, в том числе представлявших это направление на женевских консультациях. Вот им говорят вопрос, почему, задают такой вопрос, почему вы все время говорите о нарушении прав галльцев, да, что вот там нарушение права на изучение языка и так далее. Почему вы не говорите, что санкции нарушают права вообще всего абхазского народа, не только абхазов, но и всех других
национальных групп, проживающих в Абхазии. На что он отвечает всегда один ответ у них, что, ну вы знаете, визовая политика и вообще это политика, это вопрос санкций. И действительно, ограничения в визах, ограничения в передвижениях – это вопрос санкций. То есть это легитимная часть санкций. Поэтому мы должны бороться с причиной санкций. А причина санкций заключается в том, что не Грузия считается нарушителем международного права и международным преступником, а Абхазия считается нарушителем международного права и преступником, потому и применяются вот такие санкции. Поэтому я считаю, что у нас уже просто нет времени. Мы и так потеряли инициативу в этом смысле, и информационную, и дипломатическую. Мы должны срочно, вот вы спросили о 2017 году, срочно обновить нашу концептуальную повестку, вернуться к основным нашим основополагающим постановлениям и военного периода, и послевоенного периода, которые были сделаны и при Владиславе Григорьевиче Ардзербе, и при Сергее Багапш, и те достижения, которые были сделаны при Сергее Шамбо, когда он был министром иностранных дел. Мы должны срочно отказаться от той политической идеологии, суть которой вот на сегодня сводится к тому, что, значит, мы рассматриваем вопросы отношения с Грузией без предопределенного статуса. Есть прям такая четкая формулировка в некоторых работах наших дипломатов и аналитиков во власти, что, дескать, вопрос заключается в трансформации конфликта без предопределенного статуса на основе потребностей людей. Вот эта ссылка на потребности людей и, как бы, знаете, попытка вот отодвинуть в тень аргументацию необходимости статуса, вот. Это очень большая ошибка. И это, кстати, концепция, которая работает и в Грузии. Грузия тоже всем говорит, что она работает в контексте потребностей людей. Вот она лечит абхазов, строит торговые центры и так далее. Это считается конструктивным подходом. Но на самом деле эта хитрость Грузии заключается в том, что она нейтрализовала нашу, именно, знаете, правовую наступательную политику, потому что мы перестали говорить о том, почему мы требуем независимости. И вот здесь есть два пункта, на которые вот мы должны были бы обратить внимание, очень важных пункта. Хотела спросить, вот когда началась война, я помню, что вот наш Владислав, он говорил о праве народа на самоопределение, при каких-то других обстоятельствах, когда он был депутатом, да, но никто особо не обращал внимания, никакого такого результата, по крайней мере, в тот момент мы не чувствовали. Вот не будет ли опять так, вот, что если политику поменяют и начнут давить на то, что нужно для народа право на самоопределение и как бы развивать дальше свои шаги в этом направлении, не приведет ли это, наоборот, к каким-то нулевым результатам? Вы знаете, Бела, во-первых, спасибо за ваш вопрос, действительно вопрос правильный. Дело в том, что когда вы говорите о праве народа на самоопределение, это важный принцип, который часто входит в противоречие с правом на территориальную целостность, которые вот заключены в международных документах, таких как Устав ООН. Вот. Но дело в том, что вот в нашем случае, в абхазском случае, мы должны говорить не только о праве народов на самоопределение, но мы должны, например, говорить о таком документе, как Декларация о принципах международного права 70-го года. Мы почему-то вот редко ссылаемся на этот документ. Но рассуждая, например, о прецеденте Косово, эксперты ссылаются на этот документ, потому что в этом документе записан принцип, когда о территориальной целостности государства говорить не приходится. Это именно тогда, когда государство не проводит политику равноправия народов. Более того, когда государство осуществляет массовые нарушения прав человека, не говоря уже о геноциде. Вот Косово, которое мы считаем прецедентом для Абхазии, хотя у нас гораздо больше оснований, конечно, безусловно, исторических оснований на независимость, чем у Косово, но вот в основе косовского прецедента присутствуют вот 3 пункта, которые абсолютно точно описывают нашу ситуацию. Первый пункт –
это массовые нарушения прав человека и этнические чистки. В основном речь идет о военной ситуации между Косово и Сербией. Второй пункт – это то, что произошел распад бывшей Югославии, то есть как бы такой вот внешний фактор. И третий пункт – это необходимость обеспечения региональной стабильности. Вот президент Обама в полемике с Путиным, он так и сказал, что мы признали Косово, потому что все варианты были исчерпаны. А Кондолиза Райс, тогдашняя, значит, госсекретарь, она перечислила именно вот эти 3 пункта. Особенно, кстати, Хиллари Клинтон об этом тоже говорила, что ну как можно говорить, там, допустим, о воссоединении Косово и Сербии, когда там были этнические чистки, массовые нарушения прав человека. А вот теперь вы посмотрите внимательно на концепцию, на которой основывался, скажем, президент Ардзенба, Сергей Багапш, и что сейчас звучит в нашей политической повестке, что является вот основой нашей политической идеологии. За 5 лет наш МИД ни разу не упомянул слово «геноцид», ни разу не упомянул. Вот. И извините меня, но почему тогда нас должны признавать? Ведь есть масса народов, которые проживают в составе других государств, с другими народами. И к этому, кстати, апеллирует господин Закаришвили, который говорит, что абхазы и грузины могут жить в одном государстве, в отличие, скажем, от турков-киприотов и греков-киприотов, в отличие от Косово и Сербии. То есть проблема в недостаточно аргументированной и убедительной нашей повестке на сегодня. Потому и признания прекратились, потому что грузинская политика сегодня заключается в том, что не признавайте Абхазию, мы договоримся. И она приводит массу аргументов и массу поводов, которые, к сожалению, мы тоже даем. Вот. А наша политика должна заключаться в том, чтобы мы убедили международное сообщество в том, почему мы не можем никогда быть вместе, и почему после такой вот политики геноцида, причем не только военного времени, но как у нас есть правовая база, где мы оцениваем в качестве геноцида все события, начиная с 1918 года. То есть у нас вот 100 лет геноциду будет уже. Мы об этом вообще совершенно перестали говорить. Мы перестали писать обращения в ООН. Мы перестали писать вот какие-то, знаете, концептуальные такие оценки вообще более глубоких, так сказать, причин вообще противостояния. И самое интересное, на что я хочу обратить внимание, вот мы говорим о координации в деятельности и в оценках с Россией, потому что, конечно, мы рассчитываем в первую очередь на Россию и другие страны, которые нас признали в продвижении Абхазии на площадке ООН. И совершенно не обязательно быть членом ООН, чтобы участвовать на каких-то площадках ООН, которые открыты для нас. Например, площадки, связанные с проблемой там, коренных народов, площадки, связанные с ЮНЕСКО. Например, Косово участвует на площадках ЮНЕСКО и лоббирует это участие Албания, член ООН. Вот сейчас, совсем недавно, Косово не хватило всего 3 голоса, чтобы стать членом ООН. Опять же, лоббировала Албания. В нашем случае мы даже, мне кажется, не ставим вот задачу именно таким образом, что наш голос должен звучать даже не обязательно в качестве члена ООН, а просто очень активно работать на этих площадках. Но, к сожалению, вот все эти программы как-то не поддерживаются государством, не обращается на это внимание. И поэтому я считаю, что вот первый шаг, который в 2017 году мы должны сделать, мы должны полностью сформулировать нашу концептуальную платформу, сказать, что 5 лет, которые у нас эти прошли, собственно, президент об этом сказал, когда оценивал женевские дискуссии, не оправдала себя вот эта политика мягкой силы, когда вот у нас, значит, выдавали грузинских преступников и при этом говорили, что это хороший, так сказать, прецедент, показывающий, что Абхазия и Грузия могут сотрудничать даже в отсутствии признания. Но вы видите, не работает эта политика, потому что Грузия свою политику ужесточает, мы теряем инициативу, и инициативу не только политическую, но и экономическую. Вот что отличает, кстати, Абхазию от Косово? Ведь Косово создало государство, новое государство. И, как отмечают многие эксперты, в общем-то, на исторически сербской территории за счет активной демографической экспансии, активной миграционной политики. Вот.
создав большинство на этой территории. Вот в нашем абхазском случае мы не говорим о создании государства, мы говорим о государственной международно-правовой преемственности. Абхазская государственность была. И поэтому мы должны, конечно, вот в нашей политической идеологии акцентировать тот факт, что у нас была государственность. То есть использовать в последний раз она была аннексирована фактически в 1931 году, когда насильственно аннексирована была наша государственность, и Абхазия была введена в состав Грузии. Вы хотите сказать, что одна из концептуальных наших, в смысле приоритетных направлений должна быть внешняя политика, которая должна как-то измениться и быть более эффективной. То есть мы можем говорить только об одном кардинальном приоритете на следующий год. Больше... Вы знаете, Бела, нет, конечно, не об одном приоритете, хотя локомотивом лично я считаю внешнюю политику. Мы должны понимать, где причина, вот, где препятствие тому, чтобы мы и экономически продвигались. Поэтому, я считаю, должна быть очень четкая корреляция между различными ведомствами. Между, например, Министерством иностранных дел и Министерством экономики. Вот если вы почитаете сейчас концепцию внешней политики России, да, новую концепцию, которая сейчас была принята, ведь там очень много говорится об интеграционных экономических процессах и о тех союзах, которые Россия поддерживает. То есть внешняя политика, она становится локомотивом экономического развития государств, потому что, я повторюсь, экономические интеграционные союзы – это перспективы для экономического развития. Это не только защита суверенитета, если такие договоренности, допустим, реализуются. Не хватает вот именно такой, знаете, дипломатической и концептуальной, экспертной поддержки вот именно такому направлению, которое связано с дипломатией, с идеологией, с информационной политикой. Это неправильное мнение, что у нас нет рычагов влияния на Грузию, которое мешает нашей активности. Именно Грузия сегодня мешает нашей активности. И если мы посмотрим опять опыт взаимоотношений Косово и Сербии, то косовары вот не вступали в переговоры фактически после 2008 года до 2012 года, пока они не добились того, что вот в первичную рабочую повестку переговоров не были внесены важные для них вопросы. Это возвращение северных сербских анклавов в Косово под свою юрисдикцию, а Косово вообще не контролировало там ситуацию. Они этого добились. И второй момент. Косово добилось обязательства Сербии не препятствовать международному общению. Косово в первую очередь не препятствовать движению в направлении Евросоюза. В этом смысле я считаю, что вот то заявление, о котором говорят, заявление о неприменении силы, ну, вроде бы вот сейчас МИД, у нас сейчас вот новый руководитель МИДа, вот чувствуется, что какие-то новые акценты пошли и в отношении региональных вопросов, какая-то все-таки более такая принципиальная позиция стала озвучиваться. Мне кажется, стоит добавить вот в это заявление необходимость, обязательства Грузии не препятствовать международному общению Абхазии. То есть вот этот пункт, он должен быть прописан, и в этом смысле у нас тогда будет легитимная возможность, ссылаясь на все упомянутые международные документы, в том числе и Декларацию о праве на развитие, Декларацию о правах коренных народов и так далее. Ссылаясь на все эти международные документы, у нас есть легитимное право противостоять вот этой действительно в наше время просто варварской политике, которая осуществляется в отношении Абхазии. Нам необходимо осуществить именно оформление итогов войны с точки зрения того, что Абхазия победитель, Грузия страна, которая должна понести ответственность и все вытекающие отсюда последствия. У нас такого документа в парламенте нет. А вот в нашем случае, я считаю, нам необходимо создать такую экспертную российско-абхазскую группу именно по международно-правовым аспектам, где мы могли бы очень четко и ясно сформулировать, принять соответствующие нормативные акты по принципу «лучше поздно, чем никогда».
Понятно. Ну вот соглашение, которое было достигнуто между властью и оппозицией, теперь, возможно, даст больше люфт, да, больше возможностей для того, чтобы вот эти нормативно-правовые документы привести в порядок и как-то вот единым фронтом уже думать о каких-то глобальных для всей страны вещах, а не заниматься какими-то междоусобными политическими баталиями, скажем так. Я благодарю вас за интервью, очень интересное, содержательное интервью. Надеюсь, что мы увидимся с вами в следующих наших программах. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы обсудили основные итоги уходящего года и приоритеты 2017 года с нашим гостем, аналитиком Лейлой Таня. А сейчас к другим событиям. Рождественская ярмарка «Арт-маркет» распахнула свои двери для посетителей. Мероприятие проходит в центре Сухума на культурной площадке «Склад» в помещении Абхазского драмтеатра. В первый день ярмарки гостям было представлено множество оригинальных вещей. Необычные украшения из натуральных камней, металла, стекла и других материалов. Посетители «Арт-маркета» могли приобрести дизайнерскую одежду, авторские игрушки для детей и взрослых, а также новогодние игрушки. Среди посетителей ярмарки состоялся розыгрыш подарков. Рената Шакая побывала на мероприятии. Предновогодние дни – это время, когда все ищут подарки для своих родных и близких. Под крышей уютной площадки «Склад» организаторы собрали все самые лучшие новогодние подарки. Предновогодняя ярмарка, фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии или попросту арт-маркет стала традиционным событием. Арт-маркет – новая для города форма креативного досуга. В этом году он получил международный статус. Это прекрасный пролог к рождественской сказке, к новогоднему волшебству. Это площадка, на которой собираются все дизайнеры Абхазии и уже даже могу смело сказать, даже ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня вместе с нами представители Российской Федерации, из Новороссийска одна женщина приехала, и представители из Северной Осетии есть, репатрианты из Турции. То есть чудесное такое мероприятие, для которого люди уже подстраивают свой личный график и приезжают в Абхазию на новогодние праздники чуть-чуть пораньше. В общем, арт-маркет собрал в этом году 55 человек. Это грандиозный прорыв, потому что раньше предыдущий новогодний арт-маркет, он собрал всего 35 человек, но и тогда нам это казалось грандиозным. Сумки и сумочки из самых разных материалов, картины, лампы, подушки, магниты, мыло ручной работы с целебными травами разных форм и ароматов, этнические аксессуары, авторские игрушки для детей и взрослых в единственном экземпляре. Вся эта красота радовала посетителей новогодней ярмарки. Она шьется, около получаса делается одна игрушка. Потом я крашу акриловыми красками мордочки и из кружевов делаю юбочки. Я сшила где-то 45-47 штук медведей вместе с пряниками. Они еще пахнут корицей и ванилью. Это уже мой третий арт-маркет по счету. В прошлые два арт-маркета я была как волонтер. В этом году я вместе с сестрой представляю ее мишек и фенечки. Мы с подругой плетем. В этом году новогодний арт-маркет проходит в рамках благотворительной акции «Чудопад», цель которой – сбор денежных средств для покупки новогодних подарков детям из многодетных семей города Тхварчал. Занимаюсь я этим с детства, практически с 5 лет. Творчество люблю очень сильно, люблю деток, поэтому делаю такие игрушечки всякие разные. В Сухум приехала, потому что вышла замуж. Участвую я впервые, живу я здесь всего месяц, поэтому работы мне очень мало предоставлено. То есть все, что успела, как узнала про выставку, все, что успела сделать, то есть за неделю. Новогодняя ярмарка собрала много посетителей, среди которых как жители столицы, так и других городов нашей республики. Для всех желающих был открыт фудкорт, где можно было перекусить в процессе новогоднего шопинга и, конечно же, послушать новогодний диджей-сет от Руслана Шакова. Апельсиновое варенье сделано из апельсина нашего местного. Сварено как варенье на медленном огне. Очень медленно, практически как мармелад выходит. Экологически чистый. Сверху бечевкой украсили сами, украшали к чаю. Очень вкусное и полезное. К тому же против простуды поможет. Здесь можно найти как и солидные подарки для коллег по работе, так и мелкие, но очень оригинальные сюрпризы для лучших друзей. Рената Шакая, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение.
На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.